Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Вахти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 31 января 2021 года. Приветствую вас всех, друзья. Ассаламу алейкум. Так. Что такое? Что за шум, а драки нет? Ну все, так получше. Так, Довеля, Дима, Бимбант, Неуловимый Джо, Нох-Чинох, Эдам Адамов, зоопсихолог. Здорово, зоопсихолог. Ури-Ури. Шавега, Машвор, всех приветствую, друзья. У меня вот как раз перед стримом тоже какие-то начали происходить моменты, сбои какие-то непонятные. Ну, посмотрим. Сейчас наладится, может. Лариса Макарова. Приветствую вас, Лариса. Тоже вам очень рад. Слушаем, поддерживаем, ставим лайки, говорит Лариса. Да, Асланбек Тутаев, Салам Ашал, Дума Сарга, Дейлер Салам Ашал, ой, Асланбек, США Америка, Ассалам алейкум, Ашал, Дума Сарга, Дейлер Салам Ашал, ой, алейкум ассалам. США Америка, виснем, да? Скажите мне, виснем, не виснем? Немного подвисало, но сейчас норм, говорит, ага, ну ладно. Ладненько. Главное, чтобы я мог читать ваши комментарии. Я вам сегодня хотел рассказать про то, что я успел еще вчера рассказать на чеченском языке для чеченцев. Ситуацию с ирландскими рыбаками, которые прогнали россиян. Ну и то, что Путин с Патрушевым заползают под корягу. Но это еще не значит, конечно, что эти мерзавцы успокоятся на этом, но да, может быть все что угодно. Все отлично, звук видно. Так, 32 лайка от меня, не виснем. 32 лайка от меня, не виснем. Немного подписано, но сейчас подвисало. Так, Ичкерс нужно светское государство, а не шариат. Берите пример с Афганистана. Это, по-моему, не то, к чему надо стремиться. Топа. Это говорит. Здесь Клайпеда. Аслан, голос хорош, только завис. Да? Них гуд. Боже, храни Америку. Слава Ичкере и ирландским морякам. Слава героям. Аминь. Аминь. Салам всем красавцам. Лена, привет, Лен. На скорости 408 все отлично. Так, Маш Уорсон, Хауме, Ваш Аслан и все остальные бердо. Всем добрый вечер. Приветствую тебя, Маш Уорсон, леди. Привет. Стую всех. Зависает, как пауза. Салам Машал, Дума Сарга, Чино, USA. Сдели Салам Машал, Оджино, Машу, Так, я буду, наверное, чуть-чуть сюда смотреть. Так. Что-то с техникой у нас. Так, ну хотел вам зачитать новости. Сейчас зачитаем.
Албания forever. Салам всем честным людям. Салам, Албания. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Фриман Машволь. Добрый вечер. Так. Опять, наверное, не приходит уведомление. Вот если вы заметили, происходит иногда у нас стабильно определенное количество людей будет, а иногда раз и не бывает этого этого количества людей. И потом поступают сообщения, что не пришло уведомление и так далее, и так далее. Ну, всячески пытаются задвинуть. Ну, еще это, наверное, имеет значение. Имеет значение, когда нарушается система, когда я не каждый раз в понедельник, в пятницу или в среду, мы давно не проводили среду с Хусейном Исхановым, надо будет тоже провести. Небензя покинул заседание СБУ ООН перед выступлением представителя Украины. Да, я только что как раз смотрел перед началом. Как найти? Салам алейкум, всем приветствую вас. Ва алейкум ассалам. ДМДК, ассалам алейкум, Машволь, добрый вечер. Ва алейкум ассалам. Дени, Ой, Маш. Ва алейкум ассалам, как найти, как Машволь. Так. Как же мне вам это все сейчас продемонстрировать? Ну ладно, сейчас я хотел с компьютера вам показать, ну, зачитать, ну, не получится сейчас на этот раз. Сейчас, одну минутку, друзья. Так, ну давайте отсюда зачитаю, с телефона точнее. Россия перенесет военные учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Итак, посольство России подтвердило, что запланированные военные учения переносятся за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. В заявлении посла Юрия Филатова говорится: в ответ на запросы правительства Ирландии, а также организации производителей рыбы Юга и Запада Ирландии, министр обороны Российской Федерации Шойгу принял решение в качестве жеста доброй воли перенести учения ВМФ России, запланированные на 3-8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не препятствовать промысловой деятельности ирландских судов в традиционных районах промысла, сообщают нам террористы из ВМФ и лично от Сергея Шойгу. Ирландское авиационное управление заявило, что его уведомление гражданской авиации остается в силе до тех пор, пока оно не получит официального уведомления о новом местонахождении судов от российских властей. Министр иностранных дел Саймон Ковенни заявил ранее, что Россия перенесет учения, а сегодня вечером заявил, что он убедил Россию в том, что Ирландия оценит, в кавычках, если их запланированные военные учения пройдут за пределами ИАЗ, исключительной экономической зоны. На этой неделе у нас было много контактов с посольством России, и мы решили написать в Министерство обороны России, чтобы попросить их рассмотреть вопрос о переносе или отсрочке военных учений за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Очевидно, что намерение провести там военные учения
вызывало ненужную напряженность. Рыбаки совершенно справедливо подчеркнули, что это очень активное рыболовное угодье, поэтому и ясно и решительно заявили им, что Ирландия была бы признательна, если бы эти военные учения были перенесены за пределы исключительно экономической зоны Ирландии. Зоны и будет отложено, если это возможно. Мы не знаем, где они планируют проводить военные учения, но точно не в международных водах, за которых несет ответственность Ирландия. Он сказал, что в будущем Ирландия постарается стать голосом компромисса, чтобы помочь избежать войны между Россией и Украиной, назвав любой конфликт потенциально крупнейшей наземной войной в Европе со времен Второй мировой войны. Конечно, в контексте Украины существует гораздо более серьезная проблема. Мы были вовлечены, как и каждая европейская страна, в попытке найти способ разрешить разногласия с помощью дипломатии и политического диалога, а не войны. Это была бы чрезвычайная человеческая потеря, прежде всего в контексте полномасштабной наземной войны. Но также я думаю, что политика в отношении между Европейским Союзом и Россией были бы настолько сильно повреждены этим, что я думаю, что этот аспект, который мы хотим видеть, не хотим видеть ни при каких обстоятельствах. Ну вот, что можно сказать? Россия всегда уважала только силу и ничего другое, и сильных людей. Ирландские моряки, ирландские рыбаки и вообще Ирландия показали, что они сильны. Конечно же, не было бы достаточно этого, на мой взгляд, конечно же, если бы у ирландских моряков или рыбаков не было бы своего флота, того же флота Великобритании, ну и сами ирландцы, в принципе, парни, лихие парни. Поэтому Россия уважает только силу. Ирландцы известны, что слов на ветер не бросают, что если они будут ввязываться в что-то, что они вяжутся по-серьезному, как говорится, по-взрослому. Ну и русские вынуждены были просто отступить. Поэтому только так можно разговаривать с Россией и с этими преступниками в Кремле. Только так. Вот, всеми доступными способами. Конечно же, и в первую очередь прибегая к международному праву и к юридическим механизмам. Конечно же, в первую очередь. Потому что для них это важно, хоть они не соблюдают, я имею в виду Россия, русские, они не соблюдают международное право, если в этом нет необходимости. Но они всячески пытаются делать вид, что соблюдают вот это международное право. Поэтому как-то так. Так. Далее. По поводу Украины я хотел бы тоже, сейчас я читаю ваши комментарии, чтобы было. Так, Мечаувай, модератор. Тапа Бошвик, заблокировать. Ваш хочу, или же объясните ему, что его кровь ничем не лучше чьей-либо другой крови. Эфир DQ не виснем. Ну, все отлично. Так, Албания, говорят, сосед, я буду рубить дрова и сажать свою картошку не в своем, а в твоем дворе и огороде, сказала Россия. И сосед начал возражать. РФ знала, что ей откажет. Зачем она это делает? Албания, ты имеешь в виду учения в ирландских исключительных экономических водах? Ты об этом? Ну, теперь Кремлю придется готовиться к пустым полкам магазинов, аресту своих нажитых непосильным трудом денег.
нажито непосильным трудом денег и подавление оголодавшего российского населения. Да, кстати, сейчас Великобритания очень серьезно взялась. Великобритания тоже давно уже действует в конфронтации с Россией, хотя я помню назначение террориста Путина на пост президента, когда прилетел Тони Блэр, поддержал Путина, сказал, да, все, хотя уже были взрывы, это 2000 год, были взрывы домов, все это было, и несмотря на это поддержали. Сейчас, конечно же, после этого много что произошло, конечно, ядерно-террористический акт против Великобритании в центре Лондона при покушении на убийство и убийстве Александра Литвиненко, затем применение новичка и так далее. Распоясались, сделали все возможное. В Англии, в Лондоне в частности, да и в других местах живут все богачи, все уезжают туда и очень себя хорошо чувствуют в этом плане. И сейчас вот Великобритания начинает вроде бы браться всерьез за это все дело. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы Британия просто на британский флаг порвала всех этих казнокрадов, всех хапуг, которые наворовали у россиян же деньги, вывозят их туда. Очень хотелось бы. Будем надеяться, что Британия порвет их. Так. Я не считаю себя выше других, просто не хочу, чтобы наш народ исчез, говорит Топа. Ну а при чем здесь тогда аварцы и другие народы Кавказа? При чем здесь это? Если ты не хочешь, чтобы мы исчезли, и ты полагаешь, что мы таким способом исчезнем, мне кажется, ты неправильные акценты Топа ты расставляешь. Во-первых, все народы на Кавказе меньше, чем мы по численности. Это так, как долго им придется нас ассимилировать, исчезать, если это вообще возможно, в принципе. Ни мы их, ни они нас не смогут ассимилировать при всем желании. Желания ни у нас, ни у них я не вижу. Я вижу желание у России, которое ты сказал, не надо трогать. Это очень печально, что так ты думаешь. Если ты на самом деле искренне так думаешь. Русские делают пропаганду, русские нас убивают, русские подкупают нас, аварцы нас не подкупают и нам язык свой не навязывают. Поэтому посмотрим. Так, как лайк забыл, кто за лайк забыл поставить, говорит зоопсихолог. İsa Amida, Assalamu alaikum Aslan, Маш, Довой, Шубу Салвежи, Ва алейкум Ассалам Иса. Да, я о учениях. И мало огромный океан на учение. Нужно влезть в чужую территорию. Наглые. Да, это, знаете, такие дешевые понты, чтобы показать, вот мы провели рядом там в территориальных водах Ирландии, там, вот где можно. Вот пока в нос не дадут, вот везде будут лазить. Вот такая вот просто порода. По-другому никак. А в нос придется дать. Все не хотят давать, все там как-то там стесняются, жмутся. Придется давать в нос. Ну или самим получать в нос. Одно из двух. Так, Астан, российский хит на подводной лодочке, да с атомным моторчиком, да с десяток бомбочек под сотни мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика, наводи, говорю, Петров на город Вашингтон. Слушай, Америка. Да, и была такая песня. Но это такие дешевые ихние понты. На самом деле из того, что они представляют, и какой они шум наводят, шухер наводят,
Это на самом деле такая эффективная у них политика, можно сказать. Ну, признавать-то нужно. Эффективно. Из-за того, что они ноль просто из себя представляют по сравнению с Западом, но вот у этого Запада, у Америки, у европейских стран, у них большие вложения в Америку, в Россию. И вот эти санкции, вот это все дело, это такая двухсторонняя, обоюдоострая такая тема. России, конечно, будет больнее, но для России быть бедной или полудохлой – это нормальное естественное состояние. Поэтому довести Россию до полудохлого состояния, а у Путина миллиарды, которые он не отдаст русским, даже если они будут умирать с голоду, он в принципе, наоборот, удобнее. Да? Вот такая система у России, понимаете? Вот идет Россия на Кавказ, завоевывает там территории, приходит на Кавказ. Кого кавказцы, чеченцы выставляют? Лучших своих сынов выставляют. Кого Россия выставляет? Он самое дно выставляет. Вот этих холопов, которые 25 лет забирались в армию и отправлялись там служить там во имя царя. И вот с этой стороны гибнет дворянин, да, потому что там нет ни рабства, ни дворянства. Там все свободные люди, а значит, он равен дворянину. Да, если нет над дворянином стоит. Потому что он не эксплуатирует человека, да, не считает кого-то ниже себя. С этой стороны гибнет дворянин, можно сказать, а с этой стороны гибнет холоп. И вот таким способом Россия расширялась. И сейчас она делает то же самое. Вот все избегают, все там пытаются, наложат санкции на Россию. Ну что Россия сделает? Ну еще хуже бабушкам, дедушкам будет жить. Там никогда, да, вот эти мемы, которые гуляют в интернете, там никогда так плохо не жили, как при Трампе или там при Обаме, россияне, то есть. Не так плохо не жили, как при Обаме. Это же об этом и как бы речь получается. Что бы ты ни делал, верхушка, власть, которая есть, с ней приходится договариваться, а страдает народ. По факту страдает обычный российский народ. И я не понимаю до конца той политики, которую ведет Запад. Я не понимаю, зачем они делают. Я понимаю, когда они там, даже я понимаю, если они оставляют чеченцев на произвол судьбы и оставляют все свои принципы, все вот эти демократические, на чем вообще их государство построено. Те так строили, а сейчасшние, которые уже считают себя уже хозяевами положения там, и так далее, они уже чуть отошли от принципов. Механизмы работают, вот эти построенные на принципах демократии, гуманизма, человечности, там, справедливости, законности, объективности. Сейчас они уже как бы так формально все это формализировалось уже все до такой степени, что можно уже даже не принимать участие, неважно, кого там даже выбирают президент. Хотя это важно, но даже в таком случае система будет работать. И вот, когда они не делают что-то для, понятно, моей логики, вот я не могу. Ладно, чеченцы, не стоят того, там, да, слишком маленькое вот это зернышко в этом мире, да, чтобы, подумаешь, убивает 300 тысяч человек, там, 42 тысячи детей, там, и так далее. Подумаешь, и так далее. А вот, когда их касается, и они все равно не реагируют, вот, наверное, я чего-то не знаю, тогда у меня возникает вопрос. Там, провели ядерный теракт. После этого там, встречаются на каких-то G7, там, на каких-то там G20, там, о чем-то разговаривают. Сегодня провели против Литвиненко. Маленький ядерный там заряд использовали, маленький ядерную капсулу вот эту, полоний использовал.
Завтра же используют мощные, и что? И что сделает Англия? Вот в центре Лондона распылят не маленькую там на одного человека, хотя там несколько сот или даже тысяч человек пострадало. Там вот этот Миллениум, по-моему, назывался, или гостиница, или ресторан в гостинице. Все переделали, там чуть ли не все здания там сносились, там все стены сносились, все переделалось. Несколько сот или даже тысяч человек пострадало от этого полония. А если это будет не вот такая там фигня, а несколько килограммов или килограмм это будет там, или еще чего, не знаю, как они там измеряются у них в этом. Что будет? Это же катастрофа. Катастрофа для Великобритании. Не знаю. То же самое можно сказать про Америку. Сейчас вот зашевелились. Сейчас зашевелились. Ну, посмотрим. Дай бог, что все было хорошо. Так. Фрей Рокки, Сюрдик Хильмасера, добрый вечер всем единомышленникам. Достаточно просто арестовать русский триллион и выслать в родные края всех родственников, всех чиновников и вообще российскую верхушки. Знаете, с Запада, на войне как на войне. Да, Фриман Антиподинс, согласен. Пустой холодильник вылечит мозг, но это будет летом. Почему летом, Асамбек? Я не считаю, что вы что не делайте бан. Маила, что тапан, бан, может он поймет, мне кажется, это молодой человек. Салам всем свободным людям, салам Асан, салам Эд, приветствую тебя. Ну вот и ответка за средний палец НАТО прилетела. В Воронежу приготовиться. Да. Россия всегда и везде виновата, говорит, Чечня, а не Россия. Заранее моя. Не знаю, насколько это правда или нет, но раньше, ну как так, поговорка что ли, или так, как присказка какая-то, цыганка говорит своей дочери, иди постирай ковер, ну там на речку его надо понести и там что-то сделать. И перед тем, как она уходит, она ее начинает бить. Ее спрашивают, почему ты бьешь? Ну, чтобы ковер не унесло водой. И ей говорят, ну она же еще не дошла даже, может и не унесет, короче, ковер. Она говорит, а если унесет, будет уже поздно. Точно так же нужно заранее уже Россию делать виноватой, да? Ты это имеешь в виду? Может ли собаку хватить инфаркт? Да, если ей создать условия, как в РФ, говорит Фриман Антиподинин. Зоопсихолог. Русские исчезнут и не хуже нету своей родины. У них уже нету своей родины. Республики, государств, территорий. Была Россия, стала СССР, сейчас Федерация. Нет русского государства, как и русских. Ну, это такой спорный такой момент, зоопсихолог. Тоже говорят, вот у русских нету, да, и так далее. Но имперцы, империалисты, они-то считают все своей. И Донбасс своим считают, и Чечению своей считают. Они даже некоторую территорию Германии своей считают. Даже восточную часть там, Берлина своей считают. Поэтому их роль, они вот так это воспринимают. И вообще Российская Федерация, то есть Россия от слова, как они себе эту историю придумали, как и свой язык искусственный, они считают, что вот Россия, на само название же, да, Российская Федерация, Россия. Поэтому такой спорный момент, такой спорный аргумент.
когда говорят, что у русских нету земли и так далее. Спросите их, они считают от Камчатки до Калининграда своей землей. А так, это не значит, что русские живут хорошо, опять же. Русские сами на самом деле страдают. Вот эта имперская психология, она делает, сколько русских молодых людей погибло. Молодых именно вот, которые могли бы сделать вклад в развитие своей страны, для своей семьи, в конце концов, для своего города. Сколько там матерей осталось там одиночками, когда мужья погибли и так далее. За что самое главное? Ради какого величия не хватает земли русским? Непонятно. Ну, есть этому объяснение, конечно же. Просто есть кучка КГБшников, которые еще 100 лет назад захватили власть. Ну, они тогда не были КГБшниками, но они прибрали эту власть к рукам и убивали русских, переделывали, делали советских граждан. Уже нет такого понятия, как русский, наверное. Есть советские, советикусы. Вот они до сих пор, их дети, внуки, правнуки сейчас у власти держат эту Россию и так далее. И русские такие же потерпевшие, в принципе, по большому счету, такие же, как и мы, чеченцы, там, украинцы и другие народы Советского Союза, да, нашей когда-то одной страны. Но проблема в том, что русских это устраивает. Вот именно части вот народа, которые называют русским. И они, понимая, вот, например, вот как пример можно сравнить то, что делают кадыровцы, да? Они же такие же люди, как и я их прекрасно, мы на одном языке говорим, мы воспитываемся в одних традициях, одной культурой. И никак не может чеченец не хотеть свободы, никак не может чеченец хотеть быть в составе кого-то, да, быть покоренным, подчиняться, терять свою культуру, свой язык там, и так далее, и так далее. Не может просто. В моем понимании, любого чеченца понимания, это античеченство, да, если ты так себя ведешь, ты не чеченец. Но возникает ситуация, когда ты ставишься перед выбором, что ты либо истребляешься, либо ты подчиняешься. И ты понимаешь неотвратимость. Ну, это они так думают. Это не так на самом деле. Неотвратимость вот этой присутствия этой империи, вот этого сброда на твоей территории. И ты идешь услужение им и начинаешь убивать уже тех, кто не пошел в это услужение. Одного-двоих убил или там пошел, и все, тебе дороги обратно нет, потому что ты уже сам ненавидишь своих же вчерашних сограждан и так далее, и так далее. И также русские, они понимают, что вот они находятся, наверное, понимают некоторые, понимают, что они находятся вот в этой системе, и им деваться некуда, и лучше, чем меня будут репрессировать, лучше я буду репрессировать. Вот так они выбирают, делают выбор. Наверное, так. Не знаю, наверное, так. Так, давайте. Асна, как ты думаешь, когда рухнет фашистская РФ? Это я не знаю, честно. Не знаю. Будем надеяться в этом году. В этом году. Асна, британцы с объятием принимают Абрамовичей, дают им индульгенцию на высшем уровне. Не знаю, с какими объятиями принимают, но если мы с тобой приедем с миллиардами, да, то нас тоже будут принимать. И ты знаешь, что очень много британских компаний, например, добывают нефть, потому что только там британцы, кажется, могут там разрабатывать в вечной мерзлоте или там в тяжелых климатических условиях
добывать, там, разрабатывать, находить, добывать нефть, там, газ и так далее. Поэтому британцы очень много вложили в Россию, еще сотни лет уже вкладываются туда, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, конечно же. Теперь и Британия, и Соединенные Штаты, и все остальные расплачиваются за ту беспечность. С другой стороны, это мы думаем сейчас уже сегодняшним числом, что, ну, правильно как так. Пускай теперь уже должны почувствовать на своей шкуре, как говорится, что мы испытывали и так далее. А с другой стороны, если посмотреть, когда есть возможность зарабатывать, эти сильные страны зарабатывают, пока мы воюем, там еще что-то делаем, мы же тоже могли не воевать. Мы могли сразу поднять лапки вверх, сказать, все, мы сдаемся, мы не сопротивляемся. Нас тоже насильно никто не заставлял воевать. Как русские против немцев с отрядами, заградотрядами за спиной от СМЕРШа, НКВД, там, мы этим не занимались, мы добровольно воевали. А потом наступает вот это время, тяжелое время, когда нужно решать. И все, и опять же, Британия, Англия, другие страны европейские, они мобилизуются, полностью мобилизуются и начинают вести уже работу. И это тоже их закаляет, их делает еще сильнее. Ну, таков, наверное, исторический, наверное, какой-нибудь урок, который каждый раз мы, наверное, извлекаем. Не знаю. Нам нужно быть умнее. Вот что я могу сказать. Нам нужно быть. Так, DE Reality. Подписывайтесь на канал DE Reality. Вы у нас его тут видите. Это наш канал, который будет вещать на немецком языке. Там есть уже на немецком. Будем потихонечку заливать туда еще контента. Так, что у нас тут топагает? Марс атакует. Прогремели железяками вдоль украинской границы, а результат нулевой. Померзли салаги, вернулись в холодной казарме. Привычная своей постоянной службе основание для дедовщины. Как найти? Аслан, Западу нужен в какой-то мере противовес Китая, да и возможному объединению тюркских стран, народов. История же был такой, что эти силы не усилить Западу выгоднее Рашка как империя. Так. Результат не нулевой. Украина получила оружие и усилила свою армию. За один день Россия потеряла 1 триллион рублей. Чем не результат? Алигер ком алигеры, говорит США, Америка. На войне, как на войне, кажется, да? Муслим, ни разу мне не ответил, хотя я за тебя топлю везде. Ну и ладно, в любом случае, респект. Муслим. Я не увидел твой сейчас комментарий. Вот, я не знаю. А я и так комментарий. Да я прочитаю. Так, дураков в России на 100 лет припасено. Я бы добавил и дебилов. Это и есть ее главное богатство, не говоря о скрепах, граблях. А может стоит сотрудничать с Китаем ради мести империи любой ценой. К тому времени Китай может стать нормальным государством. Рамзан Ильясович говорит, да, ну я сомневаюсь, Рамазан, что ничего подобного, мне кажется, не будет. Китай был 1000 лет, кем он был, тем и останется. Китай нет. С кем угодно, но не с Китаем. Да, Россия умудрилась украсть подводный кабель, уроды. Да, я что-то читал эту тему.
Аллах свят, Он и велик, скоро в расчете. Люди, что работают на Россию против нас, грызутся между собой. Да, муслим, о чем ты говоришь? А ну-ка поподробнее в этом месте, Бог, да? Аллах свят, Он и велик, скоро в расчете. Это ты про этот комментарий говорил, муслиму? Что работают на Россию против нас, грызутся между собой. Да, мула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Орти Мусим. Нажмуди Эскирханов. Ассаламу алейкум, Аслан. Брат. Раньше при СССР чеченцы жили, не воевали между собой. Неужели ради Аллаха нельзя прекратить все это или мало количество искалечено? Мириться это же Аллах требует от нас. Нажмуди. Абсолютно с тобой согласен, конечно. Но Российская империя не дает нам жить. А есть люди, которые ради вот тех 2 рублей, которые им дают, даже во время войны, даже когда их убивали каждый день, да, и русские их убивали. Ведь тоже было очень много этих случаев, когда чеченцы, вы помните вот это все, как начиналось? Чеченцы не убивали, убивали только какого-нибудь самого одиозного, самого уже такого кровавого преступника, который перешел на сторону русских. Его убивали. Никаких глав администрации, там, 3, 10, так не мочили их. И что делали русские? Они переодевались в нашу форму, убивали глав администрации. Это 100% факт, который неоднократно с доказательствами подтверждался. Глав администрации, разных мул, которые на них же работают, их убивали. И таким образом они вводили нас. Потом сыну говорят: смотри, ваххабиты убили. А может быть, он реально и есть этот ваххабит, или как они там назывались, который в рядах сопротивления находится. Это что же было? И молодой человек, который не знает всех этих хитросплетений, там, спецслужб, там, этих игр и так далее. Возьму, например, я просто беру себя в возрасте там, 20 лет, там, 18 лет, 25 лет, когда ты студент, и вообще тебе дела нет до вот всего этого, то, что происходит. И в этот момент убивают отца и говорят: это сделали там какой-нибудь там Махмудов, боевик Махмудов, там, ваххабит сделал. А этот Махмудов реально в рядах сопротивления, допустим. И этот, короче, Махмудов, оказывается, потом выясняется, работает на спецслужбы российские. И все, ты думаешь, что вот все эти... Потом этот Махмудов переходит на сторону русских, или его там убивают, там, когда его миссия заканчивается, или там где-то как неудачно совершал какую-то очередную миссию. По факту ж так было. Десятки, в первую русско-чеченскую войну, десятки глав администрации убили русские. Это 100% известный факт просто. И вот таким образом вбивали клин между нами. И этот сын уже мотивирован. Да, его отец был за русских. Может быть, если бы его отец ушел бы с этой работы и не погиб бы, может быть, сын и не пошел бы по этим стопам. Даже если бы отец не ушел бы, сын не пошел бы по стопам. Ну вот отца убили. И известен Махмудов какой-нибудь, который работает на русских. Или же он не работает, допустим, на русских, но на него это все взваливают, на этого Махмудова. Вот так Россия нас стравливала. Я знаю, один случай был, вот рассказывали про этот случай. Я, может, всех деталей сейчас могу не вспомнить, но 2 человек охраняли там рынок на ЧОП или неведомственная охрана, не знаю, кем они там были. И один лежал в машине, заряжал телефон или просто спал, не знаю. Второй находился на посту. И он слышит, люди проходят, щелчки с глушителем, с оружия, и его напарника убивают. Он вызывает рацию, там поднимается хай, поднимается вся вот эта система, которая там против, предназначена против там, партизан там, и так далее.
обкладывают их, те отступают, вот эти нападавшие, обкладывают их, загоняют их в какой-то там заброшенный, разрушенный, тогда было еще не все отстроено там и так далее, дом, и им предлагают сдаться. И типа мы будем вас штурмовать, или мы вас сейчас уничтожим, или сдавайтесь. И человек оттуда сообщает, что мы такие-то, такие-то, являемся сотрудниками ФСБ, или там ГРУ, не помню я, что там, русские, короче. У них, у наших, ну, чеченской стороны, или там кадыровской стороны, не знаю, кто они там были, но человек убит. И убили его русские под видом, они говорят, с бородами, там, как положено, там. И говорит, первый раз я видел пулемет с глушителем. Не знаю, бывает такое или нет. Но вот человек говорит, что я тогда увидел у этих людей пулемет с глушителем. Или может какой-то насадкой типа глушителя. С бородами, Аллаху Акбар, там все как положено, ничем ты их не отличишь. Вот так они делают, вот так они нас стравливают. А мы недальновидные, мы необразованные, мы разные, как и все народы на этой земле. Поэтому пока есть учреждение КГБ, ФСБ, нам, чеченцам, житья не будет. На многих у них есть и досье, есть агентура среди нас, входящая вот в эту террористическую организацию, которой тоже никуда не деться от этого учреждения, им придется работать на это учреждение. Ну вот такая вот ситуация. Посмотрим. Ну, мы выкарабкаемся, да, мула. Так, извините, если есть... Ассаламу алейкум, всем доброй ночи. Медина Торетто. Ва алейкум ассалам, Медина, маршой. Албания, Форе, Астам. В инете есть очень точная картинка русского мира. На карточках сидит мужик и посреди улицы, где я, там Россия. Да, я видел это. Так, все дружно ставим лайки и подписываемся на реалити. Спасибо всем заранее. Thank you in advance. Аслан, доброй ночи тебе тоже. Спасибо, Медина. Я родился на чужбине после нашей депортации. У меня кровь чистая и язык тоже. Хора мушиц и лардичан делла. Абсолютно ночно. Аслан, мадух мукцу Россия. Алуш ночи. Ну, Чечня не Россия. Да, есть такие, но от безысходности. Знаешь, когда, опять же, после гибели Дудаева, когда мы уже в свободной Ичкерии жили, мы же много ошибок совершали, не умели. Ну, откуда уметь, да, государство управлять, когда еще внутри есть. И от безысходности. Помните, когда Кадыров с Путиным начали открыто уже выступать, люди, я приезжал домой, спрашивал, люди говорили, что угодно, главное, чтобы не бомбили. Ужас был просто. Да? Бомбят тут не только мужчин, и не столько даже мужчин, сколько женщин, детей вот, убивают. Русские-то это самые настоящие садисты и фашисты. Я имею в виду русская армия, русские ФСБ и так далее. Самые настоящие твари, фашисты и убийцы. И поэтому они воюют с женщинами, с детьми. Так, все нации делятся на две группы. Муслим, нас мало, а агентов, блогеров, как мухи. Народ помогаем, проверяем и не верим слепо всем, мы очень часто ошибаемся. Да, Муслим, имду.
Анатолий Александрович, национальность русский чей появилась в 1932 году? Сталин. Мне кажется, Анатолий чуть пораньше, чем в 1932 году. Мне кажется, чуть пораньше. Но чино, Чечня не Россия. Дербу имеешь бехен ашбеш. Асан, как ты думаешь, рискнет Россия напасть на Украину? Медина Торетто. Открыто прямо нет. А вот под видом разных там, это может теракты, может быть там и так далее. Под видом открыто нет, мне кажется. И мне кажется, вот это накапливание войск на границе, это такое, я говорил у себя раньше там, боятся, чтобы в случае, например, если Украина начнет наводить конституционный порядок на своей территории, это такой сдерживающий фактор может быть для Украины. Варвар Аспарух. Никогда не понимал, как русские могут гордиться, что они русские. За мат и спам после одного предупреждения блок. Будьте уважительны друг к другу, говорит Артемусе. Ассаламу алейкум, говорит Плахтарь Алексей. Ва алейкум ассалам, Алексей, приветствую. Так, некоторые российские аналитики считают, что война в Украине начнется в середине февраля. Пора, говорят, брать Киев, мать русских городов. Ну, они так говорят, но сейчас я вам покажу то, что я вам не показал. Как раз вот это. Смотрите. Смотрите. Есть такой террорист Патрушев, да, всем известно. Убийца и мерзавец. Сахарный русский Фредди Крюгер. Так вот, этот заполз под корягу уже открыто. Это не значит, что, конечно, они не будут гадить, проводить теракты там и так далее, но в этом направлении они будут однозначно работать. Но при всем при этом насчет этого посмотрим. Эскалация ситуации. В Кремле продолжают утверждать, что вторжение не планируют. Сегодня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не хочет войны и никак не угрожает. Вот, смотрите, красавчик. Не хочет войны и никак не угрожает Украине. Россия перенесла район учений в Атлантическом... Это уже про ирландских моряков. Короче, заползли под корягу и сейчас говорят, не будет. Ну, помните, как сказал Иса Мунаев, когда приехал в Украину? Он говорит, если русские говорят, помните, после Дебальцева, когда украинцы поверили и пошли, и их там расстреляли. Если русские говорят, не будет войны, значит, готовьтесь к войне. Если они говорят, война, то наоборот. Поэтому, конечно же, веры нет. Война идет, уже 8 лет идет. И она будет продолжаться. Русские никогда не отстанут от Украины. Для Украины Россия представляет экзистенциональную угрозу, как и для Ичкерии, как и для Грузии, и для многих еще кого это не коснулось. Но при всем при этом Россия будет дальше продолжать гадить, но открыто она боится. Открыто боится. Ну, посмотрим. Так, Зареме Мусаевой, наверное, дали 10 лет. Твое мнение на этот счет? Ну, так быстро 10 лет дать не могли просто. Просто не могли. Ей дали 10 суток, по-моему, или 15 суток. И я считаю все, ну, не знаю, может, опять же, я это раньше рассказывал, это легализация оппозиции, да, против нас, против теперь нас, свободных чеченцев, оппозиционные внутри российского общества, они начинают действовать. Так что ты, кстати, свой ник не сменил, поэтому я тебя забаню, потому что ты провокатор.
Хотя ты обещал вчера мне сменить ник свой, убрать 20-й регион. Ты Аслана Масхадова делаешь оппозиционером. Я тебе целый вечер вчера, не целый вечер, ну, тебе вчера объяснил. Ты даже не поменял этот ник. Поэтому с таким ником провокационным, который дискредитирует Аслана Масхадова, нашего президента бывшего, я тебя забаню, ты мне здесь не нужен. И твой вопрос вот этот с Мусаевной тоже провокационный. Я знаю, что ты его провокационно задаешь, но я это много раз говорил. Инфильтрация российской агентуры под видом оппозиции к Кадырову происходит на Запад. Не знаю конкретно про Янгулбаевых семьян, но с учетом, как их всех распиаривают, все американские вот эти русскоязычные настоящие время, Радио Свободы, Кавказ Реалии там и так далее. Могу сказать, что идет целая кампания по поднятию этих людей там до какого-то уровня. Но это не наши сторонники, это российская оппозиция. Поэтому мы про них будем говорить постольку, поскольку. Так что вот такие вот дела. Если отгрозить Тали. Да, это всего лишь сказали. Физически нельзя успеть в соответствии с законом дать. Ей дали 15 суток. Этот человек вообще не понимает, что он тут пишет. Так, Вилпес, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Можете муслим, Саида Янгулбаев, который был верховной судьей и судил невинных наших братьев незаконно. И это всех устраивает почему-то. Вам можно работать, прослушивать, переводить эти прослушки, работать там именно прослушивание наших, кроме партизан, во время войны больше никому не интересно. Эти люди потом, кто-то даже им руку подает. Кто-то с ними потом пытается их как-то там с ними дружить, использовать. Потом люди судят, дают сроки, сажают людей. И это тоже всех устраивает. Я не знаю, что за люди, что за понятие, что у нас за представление о том, что происходит. Как это так может быть? Но, видимо, людей устраивает. Значит, пускай. Так, Büterway 3. Так. США, Америка. Ты уже присылал этот хит. Так. Да, провокатор, вылезал. Аслан, не оскорбляй имя Махмуд. Меня с братом так звали во дворе братья Махмудовы. Шутка. Я же наоборот не оскорбляю. Я как пример просто привел Махмудову. Можно давай Арцуеву скажем. Так, Аслан, ты прав, будем наступать, Асанбек Амула. Кстати, самый харизматичный блогер наш Аслан. Наш кавказский лев, говорит Лев. Да, всем салам, витаю, шалом. Витаю, Владимир Рабинович. Так, Аслан, Ходорковский утверждает, что Кадыров далеко не глупый. В противном случае он так долго не управлял бы ЧР. Ходорковский подонок и мерзавец. Об этом я неоднократно говорил. Это фашист. Русский фашист,
который грабил русский народ. Вот кто такой Ходорковский. О Ходорковском мы запишем завтра или послезавтра. Я выложу интервью, общение наше с нашими друзьями. И немножко расскажем про этого мерзавца и подонка, который с оружием в руках, который считает, что Кадыров будет долго. Кадыров не дурак, скажу так, да, не образованный может быть, но не дурак. Но и какой бы он ни был умный или какой бы он ни был дураком, если есть у него команда из Кремля, что вот назначают из Кремля, то, конечно, не имеет значения его умственные возможности. Наоборот, может, чем хуже у него эти умственные возможности, тем лучше для тех, кто им управляет. Поэтому Ходорковский вообще ублюдок. Ходорковский. Я это тебе говорю. Ходорковский был спонсором русско-чеченской войны. Да, и вот разные здесь люди, которые тут пытаются что-то делать. Вот, митингуйте, найдите Ходора. С оружием в руках, с автоматом он хотел идти к нам воевать. И первую войну, как известно, он зарабатывал на нашей войне, как потом выяснилось. Да здравствует шариатская Швеция, батя лабать, адуда тут башволь. Фриман антипутинист. Путину выгоднее балансировать на грани войны, а война для него закончится, как и для Каддафи. Свои же орки замочат, которым будет легче расправиться с ним, чем стать удобрением в Украине. Тогда Ичкерия будет в полной безопасности, да? Да, убрал я уже, все, забанен, нету этого больше 20-го региона. Так. Боба Фетт, Давид Тараканов говорит. Да. Так, вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут. Джордж Оруэлл. Абсолютно верно, Фриман ответит. Денис УА. Я в бане? Нет, Денис, ты не в бане. Так. Не пропускай дек и комментарий. Да все работает вроде бы. Валаха, от 100 митинги у них кефирские, то скорее Сихдоул нужно митинги устраивать. Странные темные люди. Да, сейчас перехват инициативы просто идет, да, и все. Радио Rebels. Очень весело, когда человек ставит в конце своего никнейма, в конце 95 или 95 рус, а когда у него интересуешься, то он говорит, что нейтрально относится ко всему. Но они таким образом показывают, что они чеченцы. Как бы показать, что чеченец, этим тем самым там, как бы, я не знаю, круто, наверное, показать, что вот я чеченец там и так далее. Когда он говорит, пишет комментарий, может, испугается кто-то написать ему, когда он какую-нибудь гадость напишет в ответ, ответить ему, может, поэтому. Леди, так, Боба Фетт, Асан, ты чуть-чуть щепелявый. Ну, может быть, чуть-чуть совсем. Русские делают все, чтобы российско-чеченское противостояние преподнести Западу как междоусобчик. Якобы козел отпущения Кадыров захватил власть и издевается над народом. Да. И теперь, Мождада это, кстати, говорит. И теперь получается судья, которого назначил Путин, который находился под защитой Конституции, ФСБ, и его семья находилась.
Кадыров его уволил, снял с должности там из-за чего-то. И теперь Кадыров его преследует, и никто ничего не может поделать с ним. Вот такая вот тяжелая ситуация. И весь мир теперь поднялся. Американцы, там, не знаю, англичане были или нет, но американцы в основном в настоящее время, Кавказ Реалии, Радио Свобода, вот везде, ну вот забрали 15 суток дали. А что удивительного 15 суток дали? Главное, ее не пытали, не били, как их сына, вот этого. И все говорят, все, Кавказ-центр об этом пишет, такая трагедия. Кавказ-центр тоже уже открыто уже себя позиционирует там с разными Геворкян, или как ее, Геворкова, Шевченко. Оппозиция, короче говоря, оппозиция. Нормально они раскручиваются. Такая идет открытая инфильтрация такая. Выделяют там фонд, как они говорили, какой там фонд был. Известный какой-то фонд, даже имя называлось этого в Литве, который этим фондом заведует. Выделяются деньги на это, на вот... Что происходит, я не могу понять. Вы за Америку или за Россию просто? Объясните, чтобы я знал. Идея штрафовать россиян за отсутствие денег буквально носится в Госдуме. Так. Для этого нужно отдать перед мировым сообществом. Асан, как бы лучше объяснить всему Западу, что такие как Ходор, Кох, Пугачев и другие есть засланные клопы, шакалы Кремля. Лен, я думаю, это многие все прекрасно понимают, но какую-то, видимо, имеют от них выгоду. Ну и вот, не знаю, как объяснить. Все прекрасно все понимают. Пока они не представляют для них лично угрозу, ну им все равно. Ну, наблюдают. Вот, например, есть разные здесь проповедники, да, которые в Сирию наших ребят отправляли. Сейчас тут начинают разные вот этот свой бред нести, сидят. Да, оппозиция Кадырову. Многие же понимают. Встречаются они с разными кураторами со своими. И здешние службы их фиксируют. Но при этом их не убирают. А почему? Потому что если их всех убрать, то спецслужбам нужно будет искать других. А тут ставь наблюдение и следи, кто подходит, кто говорит, кто пишет комментарии. Все, ты отслеживаешь, у тебя уже целая база набирается. Удобно. А то, что там какой-то вред это наносится там чеченцам, там каким-то там принципам демократии, гуманизму, человечности, Украине, это, что поделаешь. Таков мир, они говорят. У бездельников и дармоедов любой митинг кефирским. Да? Нужно Сталина из миллионов одебиленных русских сердец каленым щипцами вырвать. Тогда, может, что и изменится в России. И Путина, конечно, тоже. 100% правильно. В Москве в мечетях алимы поднимают политику уммы. Скоро Путин ведет Рашки полное шариатское правление. Батина. Так. Диндиц, дизвой. Самое время. Да? Диндиц, дизвой. Так.
проходит у нас стрим немного. Не знаю, что здесь происходит, но у меня подвисает что-то. Буду читать тогда ваши комментарии. Так. Вова должен самолично попросить, пожалуйста, НАТО, не расширяйтесь, мои пенсионеры не тянут такой нагрузки. Евгений, 999. Аслан и всем доброго вечера. Как раз таки Сталин и ВВП и есть порождение этих сердец. Да, Евгений, абсолютно. Приветствую тебя. Топа абсолютное безразличие к чеченскому народу у тех, кто не видит разницу между расами. Топа, больше я тебя читать не буду. Давид Попко, привет, Аслан, империя трещит, мне 50, поверь, в Абхазии судьба нас свела с Шабелем даже, героям слава. Привет, Давид, приветствую. Трещит, я тоже вижу, мне тоже не очень, я далек от 50, я тебе скажу. Поэтому тоже кое-что помню, вижу и трещит, однозначно трещит. Фриман антипутинизм. Отличный ответ Альянса. В НАТО прекрасно понимают, что разговаривают с душевно больным и ведут себя с ним соответственно. Ну да. Этот момент. Асан, как ты думаешь, те, кто служит РФ, МВД, ФСБ, чиновник в армии, многослужащие, будь то чеченец, грузин, украинец, азербайджан, являются предателем своего народа? Ну, сложный вопрос, конечно. Вот если брать грузинов, азербайджанцев тем более. Ну да, грузины, да, наверное, да, грузины, у них территория оккупирована, украинцы, да, но украинцы вот только сейчас. Предатель ведь это тот, кто предал, изменил, да, а не тот, кто там родился в Москве где-то там, в России и пошел работать. В этом смысле, да, но в российской политической этой системе там огромное количество и в военной системе украинцев. Не те, кто вот с Донецка, Донбасса к нам, из Украины, из Киева и приезжали, да, летчики тогда бомбили, там, задерживали разных там этих, и казахи были, разные были. А те, кто родился, ведь там много украинцев родилось, которые служат. Я, когда война началась в Украине, я украинцам задавал, был украинец, там один мент, по-моему, бывший мент, по-моему, был. Я ему говорю, ну вот твоя страна, там ее сейчас оккупируют и так далее. Он сказал, я за Россию. Ну, а это этнически. И мама, папа у него украинцы, и фамилия украинская, и по-украински он говорит. Я за Россию. Ну и все, у меня больше не было к нему вопросов. Поэтому сложный вопрос всех так называть там, предатели или нет. Но чеченец, который перешел на сторону врага и носит оружие, и служит в Чечне, или работает, чиновник администрации, подчиняется Москве там, и так далее. Я не имею в виду их там, дворников, учителей, хотя детей нужно учить, и в этой ситуации выбор невелик. В этом плане, ну, их я могу назвать предателями. Ну, всех будет сложно, всех будет трудно назвать. Назвать можно, просто может не соответствовать действительности. Так, реалити ДЕ скинул нам ссылку на свой канал. Посмотрите, он может... Подпишитесь на реалити ДЕ. Аслан, Аслан, я думаю, что нужно начать говорить о порабощенных народах России.
Плахтарь Алексей, мы об этом только и занимаемся, только этим и занимаемся. Надо было в Украине давно начать говорить, признать Чеченскую республику, признать наши паспорта, ведь они же выдают свои паспорта, и в Крыму выдавали, и в Донецке, и в Луганске выдают. Но надо что-то делать. Так, Маждада, скоро исламское лобби Путина объявит джихад цивилизации. Конечно, русских тоже отправят защищать священную империю. Наверное. Асан, как думаешь, для чего Лукашеску заявляет, что хочет захватить Киев? Ну, не знаю, он говорил такое, да? Я знаю, что в таких случаях просто Путин и Россия пытаются как-то себя, вот этот фокус внимания чуть-чуть отвести. Там Кадыров говорит, если бы я был президентом, я бы захватил бы Украину, присоединил бы там и так далее, и так далее. Или типа дал бы мне Путин полномочия, я бы присоединил бы. Он говорит, это типа не уровень президента. В связи с тем, что Россия заползла под корягу, я, кажется, думаю, что это может быть вот в этом контексте все находиться. Кадырову, Лукашенко им передает вот эту эстафету, потому что, типа, не российское это дело воевать там, цепляться с Украиной. Тем более, когда надо под корягу заползать. Вот так, наверное. Бывших ментов не бывает. Бывают менты, которые когда-то были людьми. Вот я тоже так даже думаю о Стангет Вильпес. Вот мне то, что ты говоришь, на это мысль наталкивает. Да? Для чего? По-другому объяснения нет. Но это не значит, что никогда, я в этом убежден, Россия никогда не отстанет от Украины. Никогда. И не потому, что я этого хочу или не хочу, или не потому, что я там нагнетаю или нет, а потому что это основа основ, история России. Украина – это история России. Украинцам придется отдать свою историю русским. Так русские это видят. В противном случае не будет никакой истории у России. Россия – это блеф, это выдумка, это миф. И они вынуждены будут просто-напросто бороться с Украиной, чтобы захватить ее историю. Так. Для меня любой поддерживающий оккупантский кровавый мордор террорист есть абсолютный подонок, вне зависимости от национальности, вероисповедания, места жительства и возраста. Лена говорит. Да, Лен, так и есть. Аслан, не спрашивал про всех, только тех, кто служит РФ в госслужбе, врачей, учителей не в счет. Опять же, вот если этот человек родился, возьмем какого-нибудь азербайджанца или кого-нибудь. У азербайджанцев территорию они не захватывали. Возьмем его, чтобы, раз он у тебя там был. Он родился в России где-то, в Москве родился, в Питере родился. Он пошел работать на госслужбу. Предатель ли он? Не знаю. Не знаю. Но если чеченец идет, то я могу сказать с определенной уверенностью, да, это предатель. Украинец идет, это предатель. Грузин идет, это предатель. Но пока Азербайджан и Россия не воюют. Поэтому и, наверное, уже не будет. Потому что у Азербайджана есть хороший союзник в виде Турции, который входит в НАТО. Посмотрим. Так, если нет желания знать правду, то какая разница, какая нация, если удобно не знать и закрывать глаза? Плахтарь Алексей. Не понял я, Алексей. Что вы имеете в виду? Боже, храни Америку и НАТО, Аду Давлетука. Амин. Аду. Так, Россия равно русский фашист, говорит, как найти? Евгений. Из порабощенных народов РФ на сегодня реально только
один этнос последовательно и прямо сопротивляется. Чтобы объединяться, надо, чтобы и других было собственное стремление. На сегодня только один этнос последует и упрямо сопротивляется. Чтобы объединяться, надо, чтобы и других было, и у других было собственное стремление. Абсолютно верно. Именно поэтому я считаю, что вот построение вот этого Кавказского имарата и Кавказского союза пока другие народы не хотят. Ну, в этом нет смысла, нету. Да, надо вести какую-то работу. Россия должна, наверное, ослабнуть. Россия должна убрать свои щупальцы. Наверное, тогда, когда получится. Когда так, не знаю. Само собой, так называемая доктрина Герасимова действия. Да, выпуск, да, как раз, наверное, его это и есть идея. Пока в Украине демократия, она будет врагом в глазах у лживых, трусливых, алчных российских политиков. Да. Так, манкурты, которые размножились в огромном количестве, да. Этот момент захватили в 18-20 году, Азербайджане захватили, а Армения это и есть РФ. Ну да, в этом да, согласен. К сожалению, у многих народов мало национального характера, больше русоверших. Запомните, самый главный враг Путина – это свобода, демократия. Он категорически не переносит слово «свобода». Мождада, да, именно так, Мождада. Так. Муслим он показ и стал бхатом. Мулла ему отпустил грехи. Батиля. Оттуда влетел. Так, когда тебе совершенно верно, если у других народов нет желания, то и обсуждать не нужно. А если вдруг начнется в сети громкое обсуждение, значит это гибнявая задумка, как-то насолить. Да. Да, это Кавказ. Да, солнечный край. Так. Вот у меня какие-то возникают проблемы. Да, солнечный край. Так, друзья, сколько мы уже? Я думаю, на этом стрим наш можно заканчивать. Я думаю, в среду, может, проведем еще один стрим, посмотрим. Давайте тогда на этом наш стрим сегодня закончим. Спасибо, что смотрите, как говорится. Спасибо, что поддерживаете. Будем надеяться, что все будет хорошо. Украина выстоит, Украина победит. И мы видим, что Россия просто-напросто боится сейчас даже принимать, даже говорить об этом, даже говорить, что мы будем, даже Патрушев, самый подлый, самый мерзкий убийца, террорист, уже заполз под корягу, из-под коряги высунул один глаз и говорит: мы не будем нападать на Украину. Вот и вся их величие. Все. Они вчера еще кричали, что им нужно время, только пока танковая колонна доедет до Киева, вот столько времени, чтобы захватить Крым. А теперь визжат, что ничего не будет. Не будет, конечно, мы это знаем.
Потому что трусы. Трусы. Так, всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оль. Спокойной ночи, друзья. Пока.